Знакомы ли вы с выражением «собака – лучший друг человека»? С раннего детства нас учат любить и заботиться о домашних животных. Но что делать, если любимцы становятся ненужными и их выбрасывают на улицу? На сегодняшний день в Камрате существует проблема бродячих собак, которые могут стать переносчиком разных заболеваний. Главврач ветеринарной клиники Виталий Андрушой рассказал, какие заболевания могут передаваться человеку. Самое проблемное – это бешенство. Это то заболевание, которое люди, заразившись, выздоровления, то есть от него нет. При заражении человека бешенством человек погибает в 100% случаев. Потому очень большая просьба к людям, кто имеет собак, которые не привязаны, то есть которые свободно находятся на свободном выгуле, собаки, которые ходят на охоту, собаки, которые имеют контакт с дикими животными. Это переносчиками в природе являются лисы и волки. Пожалуйста, чтобы все животные были вакцинированы от этого заболевания. Бродячие собаки давно стали частью жизни камрачан. Они стаями бродят по улицам, набрасываются на прохожих, пугают детей. И это считается нормой, так как никто на это не обращает должного внимания. Кто несет ответственность за бездомных животных? Какие меры необходимо предпринять? Поделились своим мнением жители города. Есть у нас проблемы даже в школах. Утром дети боятся в некоторых местах, глухих местах собаки пугают детей. Есть бесхозные собаки. Место власти должен отвечать. И люди должны закрывать своих собак. Это больше должна быть не только проблема властей местных, но и люди у нас должны быть открыты к этой проблеме. Потому что игнорировать это нельзя. И надо искать возможности, потому что мы с друзьями даже иногда пытаемся придумать какие-то идеи, там соорудить какие-то будки хотя бы, чтобы животным было где жить. Но это не решает проблему, надо ее решать более глобально. Я считаю, что люди сами, не надо их выбрасывать. Есть люди, которые не имеют собак, просят. Вот у нас сейчас есть маленькие, и мне уже их попросили наперед, заказали их. Конечно, идеальным вариантом было бы построить для них приют. В прошлом году в Молдове ужесточили наказание за жестокое обращение с животными. Отстреливание собак запрещено законом. Одно из решений вопроса является создание приюта. Еще с 2015 года в муниципальном совете Камрата говорилось о создании питомников. Однако спустя 3 года данный проект не был реализован. Планируется он, может быть, уже 15-20 лет в нашем городе. Но в ближайшее время в любом случае он будет. Мы уже рассмотрели несколько вариантов. Есть не обязательно строить его огромным, большим, то есть приютом. Потому что мы изучили много вариантов, изучили, где и используем и ветеринарных врачей. При найме подсчитали сам подсчет, произвели полностью. На небольшой приют средств много, от 300 до 400 тысяч для того, чтобы построить приют. Но само содержание. Содержание нужно содержать и ветеринарных врачей, и те, кто вылавливает. Это 4-5 единиц должны работать. Как отметил градоначальник, проблема бродячих собак существует много лет. Для создания приюта и его содержания нужны стабильные финансовые средства. Однако бездействие чиновников может привести к большим проблемам, так как укус бешеной собаки, по словам специалистов, смертелен. Ветеринары на этот случай делятся советами, что делать при укусе агрессивного животного, какую помощь оказать пострадавшему. Требуется обработка раны. Рана обрабатывается обыкновенной проточной водой. Если есть хозяйственное мыло, хорошо промыть рану хозяйственным мылом. И больше ничего. Дальше к медикам, они окажут необходимую помощь. Но собака с какого двора, если она с какой-то подворотни вылезла, пожалуйста, запомните это место. Потому что, если будет необходимо, это животное будет изолировано ветеринарной службой. Сегодня на улицах Камрата можно увидеть стаи бродячих собак. Сразу определить, заражена собака бешенством или нет, невозможно. Учитывая, что в городе нет приютов и неизвестно, когда они будут построены, горожане также должны быть заинтересованы в собственной безопасности и сообщать специальным службам о местонахождении бездомных животных. Согласно статистике, в настоящее время в Камрате насчитывается около 8 тысяч животных. Из них примерно 800 бродячих собак.